السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعات، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Мухаммад ва аля алейхи вассалям. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды, написанного имамом Тахави, толкование имама Бабирти. Сегодня мы с вами остановимся на 3 кратких моментах. Первый из которых связан с верой в ангелов, пророков, Божественное Писание. Второй связан с понятием ахлю кибла, которое очень актуально, очень важно сегодня для нас. И третий связан с нежелательностью глубокого погружения в сифаты Аллаху Та'аля. Итак, имам Тахави говорит следующее. Каулуху, слова имама Тахави: «Вану'мину биль-малаикати ван-набиина валь-кутуби аль-муназзалати аля аль-мурсалина ванашхаду аннахум кану аля аль-хакки аль-мубин». То есть, «Вану'мину биль-малаикати» – мы веруем в ангелов, ван-набиина – в пророков, валь-кутуби аль-муназзалати аля аль-мурсалин – и в Писание, ниспосланные посланникам, وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, и мы свидетельствуем, что они были на истинном пути, они следовали ясной истине. То есть здесь имам Тахави перечисляет 3 столпа веры, которые обязательны для признания. И об этом мы узнаем из аятов, в котором Аллах Та'аля говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» и так далее. То есть آمن الرسول – уверовал посланник, то есть имеется в виду Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Расуля бима унзиля илейхи мин раббихи, в то, что было ему ниспослано от его Господа. Валь му'минун куллун амана, и все верующие, то есть сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, уверовали. И дальше идет перечисление. Билляхи, в Аллаха, об этом мы с вами уже говорили. Ва маляикатихи, в его ангелов. Ва кутубихи, в его писания. Ва русулихи, в его посланников. Имам Тахави немножко порядок дает не такой, как в аяте. Если начинается с маляика, то имам Тахави также начинает с маляика, но затем в аяте идут о кутубихи, имам Тахави говорит о набиин, а дальше о кутубиль муназзалати аля мурсалин, то есть посланников и Писания имам Тахави меняет местами, в этом ничего нет страшного, тем более, если, скажем, тем посредником, через которого мы получаем Писание, как раз является пророк. Поэтому, в принципе, логично вполне сначала упомянуть пророков, а потом те послания, которые им ниспосланы. Тем более, что без пророка послания невозможны. Их не может быть. Итак, что касается ангелов, каждый из нас с вами должен верить, что они являются созданиями Аллаха Та'аля, они созданы из света для служения Аллаху Та'аля, они полностью ему повинуются беспрекословно. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Ла я'суна Аллаха ма амарахум ва яф'алуна ма ю'марун. Они не ослушиваются Аллаха в его повелениях и исполняют то, что им велено. Число ангелов известно только Аллаху Та'аля, но мы знаем, что есть ангелы, ответственные за человека, есть ангелы, ответственные за природу, за Вселенную. Есть также ангелы, единственная функция которых – пожизненное поклонение. То есть из хадиса о ми'раджи пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы узнаем, что есть ангелы, которые постоянно в состоянии кияма, и это их задача, больше ничего.
Есть ангелы, которые постоянно всю жизнь в состоянии руку, и больше у них никакой функции нет. Есть ангелы, которые пожизненно в состоянии суджуд, и тоже на них нет никакой другой задачи. Также есть отдельно ангелы, которые говорят такбир, тахмид, тахлиль, шахаду и так далее и тому подобное. Это их задача. Имена некоторых ангелов нам известны. Джибрииль, Микаиль, Исрафиль, и вызывающие разногласия Газраиль или Малякуль Маут. Те ученые, которые избегают имени Газраиля, они называют Малякуль Маут. Это самые великие ангелы, как известно, Джибрииль, алейхиссалям, самый великий из них. На него налагается самая основная миссия – доведение уахи, откровения до пророков. Микаиль отвечает за рызк, за природу, Исрафиль за дуновение в рук, а Газраиль или Малякуль Маут, он забирает души людей. Помимо них мы знаем про ангелов, которые называются Кираман Катибин. Это два ангела, которые записывают человеческие деяния. Тот, который справа записывает праведные деяния, тот, который слева записывает греховные деяния. Также нам известны имена, это уже из хадисов, ангелов Мункара и Накира, которые задают вопросы в могилах. Вообще, функций ангелов много, и мы все здесь даже не сможем перечислить. Далее имам Тахауи переходит к пророкам. Есть у нас в акиде два понятия – пророк и посланник. Чем они отличаются? Пророк – это тот человек, которому Аллах Та'аля дает свое откровение, вахи, и его обязанность довести законы Аллаха до людей. И обычно пророки – это те, кто продолжают миссию, продолжают учение тех пророков и посланников, которые были до них. Вот это пророк. Определение посланника немножко уже. Посланник – это такой пророк, который приходит с новым божественным законом, с новым писанием. То есть посланник – это тоже пророк. Он тоже продолжатель миссии предыдущих. Почему? Потому что все пророки и посланники приходили с одним единым учением тавхид, единобожия. Но в то же время Аллах Та'аля ему дает новый шариат, новый закон. Поскольку тот закон устарел, человеческое общество уже постоянно совершенствуется. И на тот момент, когда человеческое общество было еще на стадии маленького ребенка, ему нужны были одни законы. По мере взросления законы менялись. И когда вот человечество созрело, когда оно нуждалось в вечном божественном законе, был послан пророк саллаллаху алейхи, и ему был дарован Коран. И здесь мы с вами переходим к следующему столпу веры в Божественное Писание. Божественное Писание, мы с вами знаем, были дарованы пророкам. Божественное Писание нам даны для того, чтобы правильно выстраивать свою жизнь. Здесь Божественное Писание можно сравнить с инструкцией по эксплуатации. Если мы идем в магазин и приобретаем какой-то, скажем, прибор, технику, неважно, телефон, дрель, стиральную машинку, неважно. В коробке обязательно есть маленькая книжечка, инструкция по эксплуатации. Мы ее открываем, читаем, как с этим прибором работать, что с ним делать можно, что с ним делать нельзя, в каких случаях эксплуатировать. Потому что у каждого прибора есть свои особенности. Если профессионально, у него свои особенности, если бытовой свои особенности, которые обязательно нужно соблюдать. Если мы их будем соблюдать, прибор нам прослужит очень долго. Но если мы будем нарушать эти правила, он очень быстро выйдет из строя. Или же мы из него извлечем минимум пользы. Точно так же, поскольку Аллах Та'аля наш Создатель, то нам же тоже нужна инструкция по эксплуатации.
чтобы в нашей коробке это тоже было приложено. И такой инструкцией по эксплуатации были Божественные Писания. Божественные Писания отражают все, что полезно людям, и в них ниспосланы божественные законы, по которым мы должны жить, которыми мы должны руководствоваться. В этом случае мы и себя, свое тело, и окружающий мир будем эксплуатировать как положено. То есть не будет экологических проблем, не будет проблем со здоровьем. То есть все будет работать как новые смазанные часы. Аллах Та'аля же наш Создатель, Он мудрее нас, поэтому лучше знает, что нам нужно. Но если мы будем нарушать эти божественные законы, то это для нашего вреда. Мы навредим себе, своему телу, навредим окружающему миру. И самое главное, если мы исполняем божественный закон, мы обретаем счастье и в этом мире, и в последующем. Но если мы нарушаем божественный закон, мы теряем счастье и этого мира, и последующего. Далее имам Тахауи переходит к следующей подтеме, можно сказать. Она сегодня для нас очень важна, поскольку мусульмане по причине своего невежества сражаются друг с другом, убивают друг друга, проливают кровь, имущество друг друга отнимают. Поэтому эти слова сегодня актуальны как никогда. Каулуху имам Тахауи, слова имама Тахауи: «Ванусамми ахля киблатина му'минин, ма даму бима джаа ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллям му'тарифин, ва лаху бикулли ма каля ва ахбара мусаддикин». Имам Тахауи говорит: «Ванусамми ахля киблатина муслимин». Мы ахля аль-кибла, последователи киблы, то есть всех, кто направляется в сторону нашей киблы, мы называем верующими. «Мадаму бима джаа бихи ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллям му'тарифин». Мы их называем верующими до тех пор, пока они признают все то, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям. «Валаху бикулли ма каля ва ахбара мусаддикин». И они признают в качестве истины все то, что он сказал, и все то, что он сообщил. То есть здесь имам Тахауи очень мудро использует понятие ахлюль кибла, последователи киблы. И термин очень собирательный. Он собирает всех мусульман под одно понятие, вот это ахлюль кибла, последователи киблы. Кто поворачивается в сторону киблы и читает намаз, дословно говоря. И все они считаются верующими. По этому поводу пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из своих хадисов сказал: «Ман салля иля киблатина ва акаля дабихатана фахуа минна». То есть смысл хадиса: кто совершает молитву в сторону нашей киблы и употребляет мясо тех животных, которые мы зарезали, тот из нас. Очень просто. То есть до тех пор, пока человек, как говорит имам Тахауи, не будет отрицать что-нибудь из того, что принес пророк саллаллаху алейхи ва саллям, но не абсолютно все, то, что подтверждается далилями, имеющими степень кат'и ас-субут ва кат'и ад-диляля. Как это понимать? Кат'и ас-субут имеется в виду, у него цепочка передатчиков надежная. Кат'и ад-диляля – это значит его смысл четкий и ясный. Ну, например, Коран, он полностью кат'и ас-субут. Есть другой термин мутаватир. Мутаватир – это когда в каждом звене цепочки передатчиков информации настолько большое количество людей,
что у нас не возникает сомнений, что они могли в одном месте собраться, сговориться, что мы будем говорить так, делать так, и придумали для нас эту информацию. То есть нет вероятности, что они могли собраться после того, как услышали от пророка ﷺ это, вновь собраться, изменить, исказить и так далее и тому подобное. Это называется мутаватир. Абсолютно достоверный. Коран полностью такой. Хадисов мутаватир очень мало. Так вот, отрицание вот этих мутаватир, оно действительно выводит из веры. Дальше катай ад-диляля, то есть смысл аята или хадиса должен быть четким, ясным. Но, например, Аллаху Та'аля в Коране говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, фасалли ли раббика ванхар». Молись, исполняй молитву ради довольства своего Господа и приноси жертву. Смысл аята не до конца понятен. Вроде бы ясно, что про молитву, что про жертву, но непонятно, когда должна была быть совершена эта молитва и когда должно быть совершено это жертвоприношение. И из вот этого аята ученые сделали вывод, что речь идет про молитву в праздник Курбан и жертвоприношение. Но поскольку смысл нечеткий, неясный, не сказано, что именно конкретно в такой день, поэтому был выведен хукм ваджиб, но не фарз. И если кто-нибудь отрицает обязательность ваджиба, мы об этом исламе знаем, он неверующим не становится. То есть в неверие выводит очень такой узкий круг законоположений. Так вот, только в том случае, если человек их отрицает, он становится неверующим. То есть это вводит его в неверие. Но никто из нас не правил в него пальцем тыкнуть и сказать: ты кефер. Такое заключение может выносить только компетентное лицо, имеющее соответствующие полномочия. И там очень много нюансов. Осознанно он сказал, неосознанно, зная, не зная, в своем уме, не в своем уме, под принуждением, без принуждения, нюансов очень много. Но, к сожалению, сегодня есть люди, которые очень легко к этому относятся, и на основе зачастую неоднозначной информации, недостоверной информации, они мусульман обвиняют в неверии, называют кафирами со всеми исходящими из этого последствиями. Дальше уже выносится хукм, решение, что этого человека можно убить, его имущество можно присвоить, жену, детей использовать как рабов. И рабочую схему этого мы видим сейчас в Сирии. Ошибочно, конечно, называют это государство исламским. На самом деле там законы шариата не правят. Это полная анархия. Убивай кого хочу, убиваю когда хочу. Доходит до того, что эти группировки друг с другом сражаются, друг друга убивают. Но для этого же нужно найти причину, обвинить в неверии. И несмотря на то, что Сирия далеко от нас, это иногда у нас тоже есть. За последние 30 лет в России убито более 30 имамов и несколько муфтиев. И база идеологическая, она вот эта. То есть, если человек не признает понятие ахль-кибла, если он считает, что деяния являются составной частью веры, получается, что несовершение деяний выводит из веры, с дальнейшим вынесением в отношении этого человека хукма, что он кафир, что его можно убить и так далее и тому подобное.
В результате проливается кровь верующих, проливается кровь мусульман и так далее и тому подобное. Поэтому это очень актуально, и мы все это должны понимать, что есть понятие ахлюль кибла. Если человек вместе с нами в мечети совершает намаз, даже если не пятикратный, если он приходит на пятничную молитву или на праздничную молитву, это уже указывает на то, что он мусульманин. Соответственно, кафиром ни в коем случае мы его не вправе назвать до тех пор, пока он не будет осознанно в своем уме и так далее, тому подобное, соблюдение многих условий, что-то отрицать из того, что принес пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это очень опасный момент, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем последнем хаджи сказал, что у верующего запрет на его кровь, его имущество, его честь и достоинство. А не запретный харам. Поэтому это должны хорошо знать, понимать и соблюдать. Далее имам Тахауи переходит к следующей, тоже важной в вероучении проблеме понимания сифатов Аллаха Тааля. Каулуху, слова имама Тахауи: «Валя нахуду филлахи азза ва джалла, валя нумари фи диниллах». Мы не углубляемся в познание Аллаха Тааля и не спорим в религии Аллаха Тааля. Почему? Потому что мы с вами на предыдущих занятиях уже говорили, что Аллах Тааля нам подарил всего 5 инструментов для познания этого мира. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. И все 5 инструментов ориентированы на изучение материального. Нематериальное. То есть Аллаху Тааля мы познать не в состоянии. Да, Аллаху Тааля сам нам открывает в Коране о себе информацию, что Он слышащий, видящий, милостивый, милосердный, но как это? Механизм же мы не знаем. Свой механизм зрения мы с вами изучили и теперь знаем, что это лучи света отражаются от предмета, через хрусталик глаза попадают на сетчатку, и от сетчатки по нервным волокнам идут в зрительный центр головного мозга. Как у себя мы объяснить можем. То же самое со слухом. Мы знаем, есть что определенный слуховой механизм, очень сложный, и от него нервный импульс тоже идет в слуховой отдел головного мозга. И так далее, и тому подобное, обонятельные и все остальные. Мы знаем, как у нас суставы работают, как руки, ноги гнутся. Мы нашли этому объяснение, что одни мышцы сокращаются, другие расслабляются и так далее, и тому подобное. Но в отношении Аллаха Тааля у нас нет ответов на вопрос «как?». Как Аллах Тааля видящий? Нам неизвестно. Как Аллах Тааля слышащий? Нам неизвестно. Как Аллах Тааля дающий пропитание? Нам неизвестно. Мы только результаты видим, как это пропитание к нам поступает. Но каков механизм, нам неизвестен. А как Он создал этот мир? Тоже нет информации. И вот о таких вещах, и в том числе об аятах, которые несут неоднозначный смысл, где Аллах Тааля упоминается, ну, например, «Ар-Рахману аль арши става», «Милостивый овладел троном». Но овладел перевод условный, поскольку «истава» имеет около 25 значений, и какое из них имелось в виду в этом аяте, нам неизвестно. И что подразумевает вот это истива Аллаха Тааля в отношении трона, в отношении арша, тоже нам неизвестно. В то же время у нас нет инструментов для того, чтобы это познать. Мы много можем познавать, конечно. Мы заглядываем в глубины космоса, ныряем глубоко под воду, бурим глубокие
скважины до 15 километров, под землей, под водой, далеко в небесах изучаем. Но что касается Аллаху Тааля, у нас нет инструментов, у нас нет способов, средств для его изучения, кроме той информации, которую Аллах Тааля изложил в Коране и в хадисах. Поэтому мы вот этого, то, что Аллах Тааля нам дал, придерживаемся, в это верим, а углубляться никто из нас не имеет права. «Валя нумари фи диниллях», и мы не спорим о религии Аллаха Тааля, то есть те моменты, которые неясные, мы должны отказаться от споров. Ну, например, в одном из хадисов пророка ﷺ упоминается предопределение. В хадисе рассказывается о том, что сахабы пророка ﷺ в один прекрасный день сидели и спорили друг с другом. И вдруг появляется пророк ﷺ, его лицо красное от гнева. Он подходит к сподвижникам и говорит: «О чем вы говорите?» Они говорят: «А мы обсуждаем предопределение». И тогда пророк ﷺ, здесь есть два риваята. По одному из риваятов пророк ﷺ им говорит: «Как же вы можете об этом говорить? Ведь именно по этой причине были погублены народы, жившие до вас». По другому риваяту пророк ﷺ сказал немножко по-другому. «Как вы можете противопоставлять одни аяты Корана другим? Ведь именно по этой причине были погублены народы, жившие до вас». То есть, даже если мы где-то в мечети сидим, друг с другом общаемся, никто из нас не вправе говорить: «А нет, вот в аяте Аллаха Тааля так сказал», и второй ему отвечать: «Нет, в этом аяте так сказано». У нас нет знания. Если у нас нет знаний, у нас есть какие-то сомнения, давайте откроем тафсир и почитаем, о чем там идет речь. Почему? Поскольку на основе одного аята или одного хадиса выносить какое-то решение – это неправильно. Это может приводить, снова к печальным последствиям. И если, скажем, мы читаем аят, в котором сказано: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, ва катилу ллазина ла ю'минуна биллахи вал яумил ахир», сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в судный день. И если мы возьмем только этот один аят и на основе этого построим свое умозаключение, то мы должны пойти на черный рынок, купить калашников и с ним ходить по улицам, выбирая тех, кто не верует. Это очень опасный путь. Поэтому никто из нас не имеет права самостоятельно выносить какие-то решения, самостоятельно делать какие-то выводы на основе Корана и Сунны. Нужно обращаться к тафсирам, нужно обращаться к толкованиям хадисов, нужно комплексно изучать вопрос, только тогда мы его поймем. Только поймем, может быть. А делать какие-то самостоятельные выводы никто из нас не вправе. Для этого есть соответствующие ученые, богословы. Есть много фетв, которые уже приняты в средние века. То, что не принято тогда, что является новым, изучается сегодня. Даются какие-то фетвы. У нас есть духовное управление, муфтият, при нем есть совет улемов, который этим занимается. И мы на них должны ориентироваться.